На дорогах Коми продолжают биться машины. С начала февраля в автоинспекции зафиксировали 41 ДТП, в которых 53 человека получили различные травмы, 4 погибли. В большинстве случаев выезд на встречную полосу стал причиной жутких аварий. Кадры с места дорожных происшествий в материале Антона Булаева. 5 февраля столкновение УАЗа и Митсубиси унесла жизни сразу 2 человек. Автокатастрофа произошла на 828-м километре трассы Сыктывкар-Нарьян-Мар между Ираелем и Малой Перой. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель русского пикапа, который не справился с рулевым управлением и выехал на встречку прямо в лоб японского внедорожника. В результате ДТП водитель автомобиля УАЗ, мужчина 71 года рождения, и его пассажир, мужчина 85 года рождения, погибли на месте дорожно-транспортного происшествия. Пассажир автомобиля УАЗ, мужчина 59 и водитель автомашины Митсубиси, гражданин 87 с множественными травмами, переломами и ушибами, госпитализированы в медицинское учреждение. По факту гибели в аварии 2 человек проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские устанавливают обстоятельства еще одной дорожной трагедии 14 февраля. Водитель автомашины ВАЗ-2112, двигаясь по автодороге Сыктывкар-Кудымкар-Пермь, на 34-м километре участка дороги Верхняя Максаковка-Веселовка не справился с рулевым управлением, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомашиной МАЗ, которая двигалась во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ, мужчина 93-го года рождения, скончался в лечебном учреждении. Оказалось, за последний год 27-летний водитель «Лады» 4 раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил. 3 из них за превышение скорости. 18 февраля авария с участием грейдера, грузовика и легковушки под Ухтой привела к гибели 51-летнего мужчины. Еще 3 участника столкновения получили серьезные травмы. Предварительно дорожный инцидент произошел по вине водителя КАМАЗа, который пытался объехать снегоуборочную технику. Не справился с рулевым управлением, в результате чего совершил выезд на сторону дороги, предназначенной для встречного движения, где находилась автомашина Hyundai, после чего предпринял попытку вернуться на ранее занимаемую полосу, где находился грейдер, снегочистительная техника. В результате чего совершил столкновение с попутно двигающимся грейдером и допустил занос прицепа, который также двигался в составе автопоезда с данным КАМАЗом. Уйти от столкновения с прицепом водителю легкового автомобиля не удалось. Кузов седана превратился в груду железа. Чтобы извлечь из салона пострадавших, спасателям пришлось применять гидравлические ножницы. От полученных травм один из пассажиров Hyundai скончался. Также на больничной койке оказались водители обоих автомобилей. По факту гибели в аварии человека решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Предполагаемому виновнику ДТП, который за последний год 7 раз привлекался к ответственности за нарушение правил, грозит до 5 лет лишения свободы.